Как работается в Душанбе? Я гость из Москвы, тоже таксист. Я еду, пожалуйста, вы уточните точный адрес какой. Как вы стали водителем Uber? Зарабатываете? Лично я никогда не думал, что я поеду когда-нибудь в Москву работать. Все новое, хорошо забытое старое. Или как эстонские архитекторы преобразили эстонскую столицу. Заброшенную территорию стали захватывать художники, музыканты и дизайнеры. Я памятник себе воздвиг нерукотворный. Главное архитектурное творение стран Балтии. В Эстонии, Латвии и Литве много уникальных объектов, относящихся к разным эпохам и архитектурным стилям. Угадай мелодию. Таллин, Рига, Вильнюс. Архитектурная песня 3 столиц. На площади было то, что я видел. Был нормальный митинг для того времени. Может быть, для Москвы выражения были рисковатые, но они не были антирусскими. Это как бы мирное вытеснение с площади превратилось в смертельное побоище. Агитировали, что вот мы должны там добиться свободной Грузии. А там ведь все произошло, как бы изменения за какие-то сутки-полтора, когда войска там. Парень в Каире себя поджег. Народ хочет сменить режим. Дорогие телезрители, а сейчас прямая трансляция с площади Тахрир. Мы должны очиститься от грехов. Мубарак в тюрьме. Да, в тюрьме. Это историческая газета. Чтобы голосовать, надо быть красивым. Господь красив и любит красоту. Говорят, голосуйте за Марсифа, если хотите в рай. Неужели в рай идут не за добрые дела? Комиссия электората уже собралась для подсчета голосов. Вот если б проснуться утром, а там уже новый президент. Впервые президентом будет гражданский. Мы свободные люди. Мы будем продолжать свою борьбу. Новости национального телевидения. Добрый день. Дядюшка Морси обещал понизить цены на керосин, но он соврал. А мы снова на площади Тахрир, где собрались тысячи граждан страны с демонстрацией, которая называется «Последнее предупреждение». Я против мусульманского братства. Я против власти. А как вы понимаете демократию? У вас более определенные понятия. Я будто только в 1 классе. В детском саду демократии. Вон! Морси вон! Вон! Кровь Египта подешевела. Власть Морси падет. Кульминационный момент близок. О, Боже. Пускай уже Морси уйдет. Семье фигуранта громкого расследования о выводе из Кыргызстана сотен миллионов долларов Раима Матраимова подала иск против 3 СМИ, включая кыргызскую службу «Радио Свобода» «Азатык». Общая сумма иска – более 900 тысяч долларов. Счета «Азатыка» заблокированы. Свердловский районный суд моментально после подачи заявления заморозил банковские счета СМИ. Это неправильно, нам нужно опомниться. Спецслужбы Казахстана предотвратили серьезные теракты в управлениях полиции и торговых центрах. Тем временем власти хотят вернуть на родину бывших боевиков-экстремистов. А куда им деваться в таком случае, если они граждане Казахстана?
Душанбе милиционер задержал журналиста, объяснил, что новогодние ели снимать запрещено, и вымогал у репортера штраф. Несмотря на то, что он потом проверил мои документы и паспорт, продолжал настаивать, что должен установить мою личность. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время Азия». В бишкекской студии я, Дарья Тимофеева. Здравствуйте. Семья бывшего замглавы кыргызстанской таможни Раима Матраимова подала в суд на кыргызскую службу радио «Свобода Азатык», журналиста Али Тактакунова, издание «Клоп KG» и 24 KG иск о защите чести, достоинства и деловой репутации с требованием взыскания морального вреда. По заявлению истцов, Свердловский районный суд Бишкека наложил арест на банковские счета ответчиков. Общая сумма иска составляет 60 миллионов сомов, это больше 900 тысяч долларов. Копии определения суда направлены во все банки Кыргызстана. 12 декабря в банке, в котором обслуживается Азатык Медиа, подтвердили арест суммы в 22,5 миллиона сомов на счету организации. Это около 330 тысяч долларов. В определении суда не уточняется, с чем связан иск семьи Матраимовых к СМИ. Но ранее Раим Матраимов заявлял журналистам о намерении подать в суд за серию расследований о контрабандных схемах на таможне и отмыванию через Кыргызстан сотен миллионов долларов. Совместные расследования выпустили радио «Азатык», Центр по исследованию коррупции и организованной преступности и издание «Клоп KG». В расследованиях повествуется о том, как годами через Кыргызстан незаконно вывозились миллионы долларов, как теневые деньги усиливают коррупцию, наносят ущерб госказне. В расследованиях упоминается имя бывшего зампредседателя таможенной службы Раима Матраимова. Сам бывший чиновник информацию, приведенную в расследованиях, отрицает. Тем временем авторов громкого материала вызывают на заседание депутатской комиссии, которая изучает обстоятельства убийства китайского бизнесмена Аэркена Саймайти, одного из фигурантов расследования. В парламенте Кыргызстана хотят лично поговорить с журналистами. Что из этого вышло, расскажет Джибек Бегалиева. Официально парламентской комиссии руководство Бишкекского бюро «Радио Свобода» пока не отвечало. Однако, скорее всего, депутатам предложат поговорить с журналистами-расследователями по скайпу. Точно так же поступили в редакции «Азатыка», когда их сотрудников вызвали на допрос в Госкомитет безопасности Кыргызстана. Там сейчас расследуют убийство Аэркена Саймайти в Стамбуле, которому, по его словам, угрожали из Кыргызстана. Депутатская комиссия параллельно ведет свое собственное расследование этих событий, однако вопросов к их работе было много с самого начала ее создания, потому что в состав временного органа включили Искендера Матраимова, родного брата Раима Матраимова, который, по данным авторов расследования, был связан с убитым Аэркеном Саймайти. В итоге из-за общественного давления брату Матраимова пришлось выйти из состава комиссии. Однако Искендер Матраимов смог написать в комиссию по рассмотрению жалоб на СМИ Кыргызстана. Он попросил дать оценку 8 публикациям на сайте «Радио Азатык». Депутат заявил, что сведения в материалах порочат его честь и достоинство. Однако члены комиссии отказались рассматривать жалобу, потому как никаких оснований для подобных утверждений в тексте они не нашли. О давлении на журналистов мы поговорим с представителем организации по содействию СМИ «Институт Медиаполиси» Бигаим Усеновой. Бигаим, добрый вечер. В своем обращении Медиаполиси заявила, что нынешний иск подан с целью запугивания всех других СМИ, чтобы боялись писать на эту тему. Можете чуть подробнее разъяснить свою позицию? Добрый вечер. Да, Дарья, дело в том, что наша организация 2 года назад по похожему иску защищала такое СМИ, как «Кактус». И тогда тоже в целях обеспечения иска были арестованы банковские счета «Кактуса». И сегодня мы видим то же самое. Конечно, выглядит это устрашающе, когда подаются многомиллионные баснословные суммы исков, и в тот же день суды удовлетворяют. По закону суды, конечно, имеют такую законодательную норму, по которой, это называется мера обеспечения иска, по которой они могут принять, то есть удовлетворить это ходатайство. Однако в данном случае встает очень большой вопрос о соразмерности такой меры обеспечения иска и в чем была насущная необходимость для общества. Бигаим, хотела еще раз уточнить, то есть решение суда было законным. И вот вы можете сказать свою позицию, как вам кажется, почему это решение о наложении ареста было принято так оперативно?
По Конституции, то есть вообще понятие свободы слова и права человека – это базовые, такое право, как свобода слова, это базовое право человека, но оно не является абсолютным, оно может быть ограничено в рамках закона, прописанного, понятного закона, оно должно преследовать эту законную цель, как, например, защита национальной безопасности или репутации других лиц, и оно должно быть необходимо в демократическом государстве, и соразмерное ограничение, соразмерное вмешательство в право должно быть. В этой связи и должны, то есть на основе вот этого теста и должны приниматься любые решения. Да, с одной стороны, в законе прописано, что в рамках меры обеспечения иска суд может удовлетворить такое ходатайство, однако суд должен руководствоваться здравым смыслом, справедливостью и соразмерностью, и необходимостью, насколько, у нас вопросы, насколько необходимо было, насколько насущно такая потребность арестовать все банковские счета у 3 медиа, которые писали расследования на тему, которая будоражит общество, на общественно значимую тему, насколько это было обосновано. Ответов на сегодня нет. И учитывая воспоминания 2-летней давности, которые на сегодня даже с трибуны парламента указывались, как цель этих судебных исков была в том, чтобы заставить СМИ замолчать, то сегодня идет повторение той же ситуации. Иски подают частное лицо, и оно имеет право, но решение принимает законная судебная власть, и это лицо государства. Мигаим, еще раз вот о самих суммах исков. Насколько они соразмерны с доходами редакции и журналистов, на ваш взгляд? Ну, таких сумм вообще, честно говоря, просто даже, мне кажется, никто и не представляет, как они выглядят, на что их вообще можно потратить и что это из себя вообще представляет. Ну, честно говоря, в Кыргызстане, ну, ни для кого, наверное, не секрет, что журналисты не зарабатывают, то есть это не те люди, которые много зарабатывают. И СМИ в Кыргызстане, как и во всем мире, сегодня терпят убытки ввиду того, что меняется вообще рекламная модель бизнеса, да, получается, теряются доходы, и никогда таких и не было доходов, а тем более сейчас это вообще уму непостижимо о таких суммах даже речь вести. Мигаим, хотелось еще очень узнать, вот какова роль государства, руководства страны в нынешнем конфликте СМИ и семьи Матраимовых? Должны ли власти более активно реагировать? У нас буквально 30 секунд с вами. Как я уже и говорила, Конституция говорит о законности, о соразмерности, о необходимости, и, соответственно, судебная власть должна принимать решения в соответствии с Конституцией. Мигаим, спасибо вам большое за беседу. Всего доброго. Спасибо. В Казахстане планировались террористические атаки на торговые центры. 2 из них радикалы якобы планировали совершить в Алматы и Карагандинской области. Как сообщили в КНБ, жертвами этих действий должны были стать сотрудники правоохранительных органов и мирные граждане. По данным спецслужб, в рядах боевиков на Ближнем Востоке до сих пор есть десятки казахстанцев. Вернут ли власти их на родину и рады ли будут им соотечественники, узнавала Шалпана Разбекова. Потенциальная угроза терроризма для Казахстана все еще существует, сообщают представители Комитета национальной безопасности. Спецслужбы сумели предотвратить 3 попытки теракта. Экстремисты планировали взорвать здания полиции и торговые центры. Исполнители – это те, кто попал под влияние международных террористических организаций и материалов экстремистского характера в интернете. Террористический потенциал готовы перехватить Аль-Каида и связанные с ней более мелкие террористические группы. В настоящее время в рядах террористических организаций продолжают пребывать около 40 боевиков из числа граждан Казахстана и порядка 65 их жен и других членов семей. Все они известны нашим спецслужбам. Этих граждан власти намерены вернуть в Казахстан. В стране планируется запуск очередного этапа спецопераций по возвращению экстремистов на родину. О датах ее начала в КНБ не уточнили, но озвучили результаты уже проделанной работы. Исходя из гарантированного международным правом и государством принципа неотвратимости наказания за террористическую деятельность, к уголовной ответственности привлечены либо привлекаются 57 человек. С женщинами, не причастными к террористической деятельности, и детьми организована работа по их дерадикализации и дальнейшей реабилитации.
Политолог Александр Князев в свою очередь отмечает, что к приверженцам радикальных течений нужно относиться с осторожностью, и властям следует взвесить все за и против, прежде чем возвращать экстремистов в Казахстан. Гуманитарно это, конечно, выглядит красиво, и это для руководителей стран, для политиков это некий такой красивый пиар, забота об этнических и гражданственных соотечественниках. Но эти люди заражены определенной болезнью, именуемой экстремизмом, именуемой такими радикальными формами религии. А религия и этничность – это две вещи, которые не поддаются логике и не поддаются чаще всего перевоспитанию какому-то. Вот с точки зрения строго рациональных, таких прагматических интересов любой страны, это не только к Казахстану относится, любой страны я бы не стал этого делать. Сами казахстанцы считают, что семьям возвращенных необходимо дать еще один шанс, чтобы стать полезными для общества. И на вопрос, нужно ли уехавших воевать в Сирию возвращать в Казахстан, реагируют вполне положительно. Само собой. Но если эти люди, они, в общем-то, идейные, каким образом это сделать, я ж не знаю. Надо какие-то меры предпринимать. Да, я думаю, лучше возвращать наших граждан. Я за то, чтобы наши граждане были здоровы и, как говорится, в целости и сохранности. Я считаю, что, скорее всего, так по логике и следует поступать. А куда им деваться в таком случае, если они граждане Казахстана? Аллах говорит же, надо быть милостивым. Может, они ошиблись, надо простить. Лишь вчера тюремные сроки получили 14 человек. Во время следствия выяснилось, что они лично отрезали головы своим пленникам и даже фотографировались на фоне их тел. Суд их приговорил от 8 до 14 лет колонии. Тем временем по всему Казахстану в преддверии Дня независимости, годовщины событий в Жанаозене и анонсированного на понедельник митинга оппозиции продолжают задерживать гражданских активистов. Сегодня 6 общественников вышли на пикет к посольству США в Нур-Султане с требованием наложить санкции против казахстанских должностных лиц. С призывом к таким мерам активисты выступили на том основании, что Нур-Султан, по их мнению, игнорирует проблему притеснения этнических казахов в китайском регионе Синьцзянь и не соблюдает права человека в своей стране. Во время акции представитель муниципалитета столицы не раз утверждал собравшимся, что их акция незаконна. Однако пикет удалось довести до конца. Чуть позже двое из участников были задержаны полицией. Сегодня же Алматинский городской суд отказал в удовлетворении апелляционных жалоб 4 обвиняемым по делу об участии в деятельности запрещенного движения «Демократический выбор Казахстана». Приговор, вынесенный в отношении них 19 ноября Алмалинским районным судом, остался в силе – год ограничения свободы. О задержании гражданских активистов мы сегодня поговорим с политологом Димашем Альжановым. Димаш, добрый вечер. Лента новостей буквально пестрит сообщениями об арестах гражданских активистов. Чего так боится власть? Мобилизации людей, протестующих ко дню 16 декабря. Если вы знаете, события 1986 года, потом День независимости, известные события в Жанаозене 2011 года, они все сходятся на этой дате. Поэтому для многих граждан это возможность заявить о нарушении прав человека, о необходимости серьезных политических реформах и продемонстрировать свою способность мобилизовывать общество. Поэтому и власти реагируют так. Превентивные задержания в последний год в Казахстане не редкость. Как вы считаете, это вообще законно? Естественно, это с нарушением фундаментальных прав человека, права на мирные собрания. Власти используют это для того, чтобы ограничить возможности организации. Если вы знаете, после 2 административных арестов или же приговоров санкции намного сильнее ужесточаются, и дело может быть уже уголовного характера. Поэтому тактика, которую использует, к примеру, Навальный в России, она здесь не работает. И это очень сильно истощает гражданские организации. И, естественно, поскольку это значимая дата, и в преддверии того, что Назарбаев пытается максимально усилить значение своей роли в истории Казахстана, и особенно после его отставки, то для властей важно показать, что этот день проходит без особых протестов. Поэтому помимо арестов, о которых вы говорите, идет еще непрямое давление.
через налоговую службу, связываются с родителями активистов и пытаются всячески надавить и запугать. Димаш, в понедельник в Казахстане сразу две даты – День независимости и годовщина событий в Жанаозене. И к тому же анонсированный митинг оппозиции, о котором мы с вами говорим. Как вы считаете, стоит ли ждать на этот раз каких-то массовых протестов? Сложно сказать. Возможно, пора массовых протестов, которые мы наблюдали летом во время президентских выборов, она немного спала. Тем не менее, в обществе сохраняется высокий уровень протестных настроений, и, возможно, следующие протесты более массовые и схожими с теми, что были летом, мы можем наблюдать только во время парламентских. Димаш, если весной речь шла о претензиях многодетных матерей и проблемах в социальной сфере, то чем сейчас больше всего недоволен народ? У нас буквально 30 секунд с вами осталось. Это более фундаментальное недовольство. Оно исходит из той модели, которая существует в Казахстане. Авторитарная система подразумевает ограничение экономической деятельности. Невозможно за счет тендеров или государственного контроля экономики удовлетворить потребности общества. Поэтому и ограничивать его свободы и права. Естественно, это будет только нарастать, эта проблема. Димаш, большое вам спасибо за беседу. Мы, я думаю, увидимся с вами в ближайшее время. Всего доброго. Смотрите далее в нашей программе. В Душанбе милиционер задержал журналиста, объяснил, что новогодние ели снимать запрещено, и вымогал у репортера штраф. Несмотря на то, что он потом проверил мои документы и паспорт, продолжал настаивать, что должен установить мою личность. В Алматинском микрорайоне Зердели накренился жилой дом. Жители многоэтажки, многие из них приобрели квартиры в ипотеку по госпрограмме. Заметили это неделю назад. Специалисты службы по чрезвычайным ситуациям проверили дом и подтвердили – крен есть. Продолжит Айжан Абдырахманова. Соседний дом где? Посмотрите на соседний дом. Углы должны быть одинаковые. А везде получается... А у нас на 10 сантиметров крен назад. Прям Если отсюда посмотреть, сразу заметно. Уже Окон не видно вообще. Жители дома номер 179 в Алматинском микрорайоне Зердели потеряли покой. Поднимаются на крышу и посматривают на стены. Здание дало крен. Раньше спокойно закрывалось, а сейчас отошло. Многоэтажку построили в 2013 году. Через год сюда въехали жильцы, которые приобрели квартиры по программе «Доступное жилье». Многие купили в ипотеку на 10 лет и погашают долг перед банком. Самое главное, несущая стена трещина, Самое главное, чтобы несущая стена не дала трещину. Но этих трещин не было. Они появились где-то 1,5 недели назад. Не думаем, что дом упадет. Есть акимат города. Пусть проведут экспертизу, помогут. Сейчас же ремонтируют дома. Может, также отремонтируют наш. Молодая семья, заработали своим трудом. Не хотелось бы остаться без жилья. Представители властей и экстренных служб, прибывшие после жалоб жителей, не стали детально объяснять ситуацию. Они не сказали, какую помощь могут оказать. Сейчас пригласим специалистов проектного института Казгиса. Приедут компании, уполномоченные органы, проведут работу. После этого сообщат результаты. Это не первый проблемный дом в Алматы, сданный в эксплуатацию по госпрограмме. В 2016 году в микрорайоне Алгабас накренилась девятиэтажка на 32 сантиметра. Поначалу власти заявили, что она подлежит сносу, но затем решение пересмотрели. Укрепили фундамент и посчитали дом пригодным для проживания. Жильцов не переселили. В Таджикистане фотографировать новогодние ели запрещено. Также нельзя снимать на камеру милиционеров, охраняющих эти деревья. То есть запечатлеть новогоднюю ель не получится. По крайней мере, так заявил корреспонденту информагентства «Азия Плюс» сотрудник милиции, который задержал его для выяснения личности. Позже он пытался оштрафовать журналиста. Своими действиями милиционер нарушил сразу несколько законов. Продолжит Анушерван Арипов.
Во время фотосъемки новогодних елок в Душанбе корреспондента Мусобу Бухаджиева остановили сотрудники госбезопасности. Силовики вынудили его удалить все фотографии, где они попали в кадр. Затем его задержал якобы для выяснения личности милиционер. Он тоже был запечатлен на уже удаленных фото. Блюститель порядка объяснил, что фотографировать милицию и елки в столице нельзя. Позже он всячески пытался оштрафовать молодого человека, но никак не мог придумать, как и за что. У меня не было удостоверения и